Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Выпуск 12. Этот выпуск можно назвать так: «Не нужно верить шпакам истории». Злые языки говорят, Сталина на них нет. Будто бы Александр Невский и Сартак, сын хана Батыя, были побратимами. Мы этому, конечно же, не верим. Как же это так? Александр Невский-то наш, богатырь-то наш, которого в одноименном фильме, снятого во времена Иосифа Прекрасного, так хорошо показывает. Каким образом он мог быть? Быть побратимом этого вражеского супостата Сартака, сына Батыя? Откуда пошла страна Московия? Злые языки говорят, что сын Александра Невского, Даниил, переселился в Москву и стал там первым московским князем. И это было естественно, так как он уже считался чингизидом. Чингизид в кавычках. После этого все налоги Джучиева улуса стали собирать в Москву в один большой безмен. Безмен без мнг, без мин. Короче говоря, безмен был секретом, как в сказке «Тысяча и одна ночь». Ко дну этого безмена в Стольный Град, Москву, золотые тенге стали прилипать. Москва начала богатеть, как в сказке «Тысяча и одна ночь». От ненавистных ясаков монголо-татар. Ненавистных ясаков возьмем в кавычки. Часть которых Москва себе оставляла. Или иногда Стольный Град, Москва собирала совсем не то, что приписано по закону, а то, что желала алчная. От тюркско-татарского алучу взять. Алчная алучу. Алчная душа московского князька. Например, какого-нибудь калиты, от тюркско-татарского денежный мешок, который тоже любил деньги, тенге. Не будем осуждать Ивана Калиту, так как, перефразируя Ильфа и Петрова, скажем: все мы Иваны Калиты, и все мы любим деньги. Вот откуда пошла Московия. Вот откуда пошла Россия, ты моя Россия, от Волги до Енисея, как поет Николай Расторгуев, прекрасный русский певец. Кстати, в России так много прекрасных русских певцов и современных актеров, и политических деятелей, посмотрев на лица которых, русских певцов в кавычках, потому что, так и хочется задать один вопрос. А из каких татар происходит ваша бабушка? Из донских, крымских, украинских, казанских, сибирских, астраханских, альмосковских. Откуда пошла Россия? Россия пошла от прилипших ко дну посуды тенге, денег, от тюркско-татарского танька, деньга, танька. Естественно, это я говорю только в бане. Между прочим, по последним данным разведки, время монголо-татарского ига, в кавычках, теперь признается многими не временем упадка, а рассвета Руси. Вот до чего довели нас злые языки. Мы, конечно, этому не верим и вам не советуем. Еще интересный момент. Это время монголо-татарского ига, мы всегда монголо-татарское иго будем брать в кавычки. Итак, это время монголо-татарского ига было временем становления и рассвета великого русского языка. Только никому об этом не говорите. Об этом никто знать не должен. А то нескладно получается.
Страна развивается, язык развивается, культура развивается, торговля развивается, построили сотни монастырей, а во дворе иго бездарных кочевников, которые ничего не умели делать, как сесть на лошадь, улюлюкать, свистеть и гоняться за зайцами. Шпак рассказывает историю. А вот рассказы о потерянных, бесчисленных памятниках культуры, которые сжигали дикие орды монголо-татар. Монголо-татары мы всегда берем в кавычки. Дикие орды монголо-татар, между прочим, иногда похожи на бурную фантазию историков, чем на реальность. Тут историки все как один становятся очень красноречивыми, так как знают. Попробуй докажи, сколько было в действительности тех памятников, которые уничтожили дикие кочевники. Дикие кочевники тоже в кавычках. В комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» есть эпизод, где зубной врач Шпак, которого с таким великолепием играет великий русский артист и еврей по совместительству Владимир Этуш, в конце фильма перечисляет свою пропажу. 3 магнитофона. Впрочем, давайте дадим слово самому Владимиру Этушу. Все, что нажил Послушай. непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А? Эпизод становится еще интереснее, когда показывают, что Шпак рассказывает все это овчарке, которая так доверчиво смотрит на него. И вроде бы верит этому мелкому мошеннику. Так и приходит на ум такое сравнение. Народы существуют всегда в роли этой киношной овчарки, которые на ее длинные уши вешают лапшу и рассказывают всякие небылицы и байки о ее прошлой, даже о настоящем. Так вот, правительства мира во все времена любят держать свои народы на 4 лапах братьев наших меньших. Правители мира всегда хотят, некоторые даже больше, чтобы народы эти, как настоящие собаки, все время лаяли на врагов, даже тогда, когда их нет и в помине. Вот для чего пишутся эти истории, где этих врагов иногда больше, чем звезд на небе. Вот почему некоторые народы, не только мы, когда у них нет никаких врагов, уже по привычке поднимают свои морды кверху и начинают лаять на Луну. Вот для чего существует у нас в учебниках история монголо-татарская ига или там Куликово поле, где все происходило совсем не так, как это описывают историки. А не пора ли нам, народам, с 4 ног братьев наших меньших, на которые все время подсаживают их наши правители, встать на 2 ноги, человеческие, и не очень верить шпакам истории? Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.